Вопрос об экономической обоснованности тарифов на муниципальные автобусные маршруты. Докладчик, заместитель главы по развитию территории ГУ города Иркутска Алексеенко Антон Анатольевич. Пожалуйста, Антон Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники общественного совета. Сейчас презентацию запустят, и я свой доклад буду основывать на тех слайдах, которые будут на экране. Значит, если говорить вообще о механизмах по реализации полномочий по организации транспортного обслуживания, это, да? Сейчас. Ну, чтобы я сам. Да. Наверное, следующий слайд. Нет, лучше говорить, следующий слайд. Хорошо. Да, ну вот на этом слайде остановимся. В соответствии со 220 федеральным законом у нас на территории города осуществляется организация транспортного обслуживания по городским и пригородным маршрутам. Опять же, в соответствии с положениями этого федерального закона, пригородные маршруты у нас осуществляются по регулируемому тарифу, перевозки осуществляет муниципальное предприятие ЕПАК, и, соответственно, на основании экономически обоснованного тарифа мы возмещаем субсидии эти затраты. По внутригородским перевозкам у нас работают на основании муниципальных контрактов частные перевозчики, это 18 юридических лиц, а также по двум маршрутам, маршрут номер 1 с прошлого года, точнее даже с этого года, и с прошлого года маршрут номер 100, это также муниципальное предприятие ЮПАК, по которым не субсидируются перевозки, это не регулируемый тариф. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить вообще о системе перевозок, да, вот 18 маршрутов по городу, плюс 1 сотый маршрут, это муниципальный предприятие, 19 получается, и 12 с учетом сезонных маршрутов, это у нас пригородные и дачные. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, надо отметить, что значительная часть населения у нас может пользоваться разного рода льготами, которые предоставляются за счет бюджета муниципальных и государственных. В первую очередь учащиеся первых-четвертых классов, это обучающиеся первый-четвертый класс, это абсолютно все семьи, независимо от социального статуса. 5, 11 и 12 классы это обучающиеся, проживающие на пригородных территориях. Также из числа малоимущих семей 5-11 классы это военнослужащие, участники специальной военной операции, также сотрудники хозяйствующих субъектов, это дворники у нас пользуются бесплатным проездом. И, соответственно, школьники с 1 по 11 класс это дети военнослужащих. Если говорить об общем количестве льготных категорий, то от всего объема пассажиров, то есть льготники у нас составляют порядка 30%. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, на сегодняшний день утвержденные тарифы по городским и пригородным перевозкам имеют вот такой вид. Проезд за наличный расчет это, соответственно, 40-78 рублей. Оплата по безналичному расчету по банковской карте это 36-68 рублей. Также есть у нас универсальная платежная система через Алмазный банк, транспортное приложение и карта «Спутник», которую мы для себя позиционируем как основную систему оплаты. Это 30 и 66 рублей. Также на сегодняшний день пока еще действует способ оплаты через транспортное приложение, через транспортный кошелек карты жителей Якутии 28,59. И по социальщикам у нас отдельный тариф 36,59. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что существуют так называемые проездные билеты, стоимость по которым значительно ниже, чем по всем иным категориям, которые я назвал ранее. Да, если взять по городским маршрутам, самый выгодный тариф у нас, допустим, это 60 поездок за 30 дней, стоимость 1200 рублей, по которому, если посчитать, стоимость одного проезда составит всего 20 рублей. На сегодняшний день, если говорить о доле по проездным билетам, к сожалению, она составляет не более 8%. Но мы, когда проводим политику по работе с тарифом, да, я напомню, что
С 2021 года мы себе поставили задачу кратно увеличить долю безналичной оплаты и посредством методической работы перейти фактически на минимум или на ноль по наличной системе оплаты. Да, и на сегодняшний день, благодаря той политике, которую мы проводим, мы имеем на порядка 85% это доля по безналу и не более 15% по наличным оплатам. Да. При этом на отдельных центральных маршрутах этот процент составляет не более 7%. Вот. Дальше значит, основные посылки для того, чтобы работать с тарифом у нас, это, как правило, рост цен на горюче-смазочные материалы, рост стоимости непосредственно самого подвижного состава и запасных частей. Напомню, что за последние годы в значительной степени обновился парк подвижного состава, как у муниципального предприятия на 100% мы его обновили, так и у частных перевозчиков. 100 автобусов были поставлены в 2022 году юбилейном для республики. Также в прошлом году была проведена закупка, часть автобусов уже поступила. Это большие автобусы для муниципального предприятия, 15 автобусов для 12 метровых, которые уже вышли на линию. И 25 машин еще придут у нас не позднее мая месяца. Надо, скажем так, акцентировать внимание, что это машины, новые машины, комфортабельные, оборудованные кондиционерами и дополнительными отопителями. И, кроме того, главное их свойство – это они предназначены для обеспечения движения маломобильных групп населения, то есть они оборудованы акварельными, автобусы низкопольные и все автобусы на компримированном природном газе. Да? То есть мы в рамках этих закупок исполняем поручения главы нашей республики, в рамках указа 2046 мы полностью переходим на газовое топливо. Стоимость этих машин из года в год растет, поэтому механизм приобретения в лизинг, да, конечно, часть затрат субсидируется, в том числе из республиканского бюджета, но при стоимости автобуса скажем, большого класса, среднего класса в 14 миллионов рублей, в прошлом году субсидия составила 1,5. Все остальное идет в лизинг и закладывается непосредственно, должно закладываться непосредственно в расходы перевозчика. Вот это основные предпосылки. Идем дальше. Как я уже сказал, да, можно сразу следующий слайд. Перевозки по городским маршрутам у нас осуществляются частными перевозчиками, членами некоммерческого партнерства «Союз Авто». Тариф не регулирован, поэтому коллеги, скажем так, в инициативном порядке вносят свои предложения по изменению тарифа, да, обосновывают их соответствующими расчетами, и где-то в режиме диалога мы находим компромиссное решение. Если посмотреть на диаграмму, которая приведена справа, да, мы видим цифры по пассажиропотоку. Да. Провал 2020 года, безусловно, у нас объясняется историей пандемии, и только вот в 2022 году, к концу 2023 года, мы смогли вернуться на предыдущие цифры, да, на примерно уровень 2019 года, и прогнозируем в 2024 году также небольшой рост. Вот эти цифры, которые приведены здесь, они обоснованы, экономически обоснованным тарифом, которые коллеги также закладывают все свои издержки и расходы. С прошлого, ежегодно в конце года в адрес окружной администрации такое предложение поступает. В 2021-2022 году мы подобную политику проводили, с 1 января повышать тариф в рамках ИПЦ, в рамках инфляции, да, и в рамках тех расчетов, которые фактически обосновывают эти расходы. Если посмотреть на вот это предложение, мы видим здесь рост по наличному расчету, да, порядка, не порядка, а в объеме 10 рублей, да, это порядка у нас 25%, довольно рост большой, но исходя из той политики, которую мы проводим по переориентации на безналичную систему оплаты, мы считаем, что в целом, конечно, у коллег есть право такое предложение относить. Вот общий средний рост, наверное, будет правильно
наверное, средневзвешенный рост тарифа составляет по предложению перевозчиков 13,5%. Средний тариф на 8 рублей по подобному предложению. Можно перейти к следующему слайду. Еще дальше, да. Это предложение нашего муниципального предприятия, исходя из той экономики, которая складывается по перевозкам. Мы также видим диаграмму характерную по возвращению на добровольные цифры по перевозкам. Тоже подобное предложение было сформулировано и нашим финансово-экономическим блоком проанализировано. Здесь мы видим рост средневзвешенного тарифа также на 8%, на 8 рублей и в среднем это 14,3%. Это предложения, которые к нам поступали для проработки. Идем дальше. Здесь для аналитики, не для аналитики, да, а здесь предложение, которое нами, скажем так, проработано, просчитано, да, исходя из всех предпосылок, которые имеются в рамках нашей плановой работы, мы предполагали к второму кварталу текущего года осуществить изменение стоимости проезда вот примерно в таких цифрах. Да, проезд за наличный расчет на 5 рублей, то есть с 40 до 45 рублей это 12,5%, ну и соответственно по пригородному маршруту примерно те же цифры. Оплата по банковской карте 4 рубля, пределы 10%, да. Соответственно, по карте «Спутник» небольшой рост в пределах 10%, все равно это в значительной степени меньше проезда за наличный расчет. Мы продолжаем позиционировать этот способ оплаты как основной и предлагаем населению им пользоваться, так как он более выгодный. Далее есть категория льготников, по которым сумма не меняется, и также проездные билеты, которые мы видим как предоплаченные деньги для перевозчиков, они в принципе тоже являются неплохим вариантом, по ним оставить без изменения. То есть оставить возможность тем, кто регулярно пользуется пассажирскими перевозками, да, оставить возможность купить проездной билет и проезжать за разовую поездку, платив всего 20 рублей. Расчет средневзвешенного тарифа в таких цифрах будет составлять не более 10% по городу и 7% по пригороду. Это вот на сегодняшний день то предложение, которое мы формируем. Если пойдем дальше, мы посмотрим, следующий слайд, пожалуйста, какая динамика по нашим соседним регионам. Мы видим, что во многих из них вообще приравнена оплата за наличный и безналичный расчет по банковской карте. Во многих городах и субъектах нету отдельных транспортных приложений, транспортных продуктов, которые позволяют более эффективно и по льготной цене населению ездить. Но тем не менее мы видим, что стабильный рост из года в год по нашим коллегам осуществляется. Прошу обратить внимание на город Магадан, который по погодным условиям и по издержкам по расходам примерно сопоставим с нашим. Стоимость проезда в 2024 году была увеличена до 85 рублей, как за наличный, так и проезд по банковской карте. Вот. Практически по всем городам есть рост за 2023 год, на 2024 год не у всех еще есть рост, но это обусловлено тем, что очень часто рост тарифа приурочен где-то к середине лета, да, к 1 июля. Вот, поэтому не по всем база имеется, но общая картина она примерно такая. И следующий слайд есть, да, по-моему, крайний слайд. В общем, это та политика, которой мы стараемся придерживаться в рамках наших полномочий, в рамках разумного, как говорится, да, для того, чтобы обеспечить должное качество обслуживания. Мы понимаем, что экономика штука такая, очень упрямая, да, невозможно без каких-то, скажем так, финансовых составляющих осуществлять обновление подвижного состава, да, невозможно обеспечивать должный уровень заработной платы, а я напомню, на сегодняшний день мы испытываем крайний дефицит по водителям категории D. Если говорить о муниципальном предприятии, несмотря на все силы, которые были приложены и по увеличению зарплаты, и по работе, по подготовке специалистов по госпрограммам, на сегодняшний день все равно порядка 40 вакансий в муниципальном предприятии имеется.
Если говорить о перевозчиках частных, то на сегодняшний день, ну, цифра может чуть-чуть варьироваться, но в районе 200-250 водителей не хватает. Это отражается и на, соответственно, текучке кадров, и несоблюдение режима труда и отдыха, и, соответственно, в конечном итоге на качество предоставляемых услуг. Вот на этом, наверное, я свой доклад закончу, готов ответить на вопросы. Спасибо, Антон Анатольевич. Уважаемые члены общественного совета, ваши вопросы. Ага, Скажите, пожалуйста, вот у вас нет структуры по доходам. Вот, допустим, сколько по этому виду карт, по другому. И это одно. Следующее замечание. Значит, почему вы оставили те, которые по проездным, в размере 20%? Ну, это же получается дискриминация. Те, которые ездили за 20 рублей, так и будут ездить за 20 рублей. Я считаю, здесь неправильный подход. Здесь тоже должен быть рост. Какой-то, но он должен быть рост. Это не значит, что надо все перекладывать на наличку, которая, как правило, не учитывается. Вот вы сказали, что 15% идет по картам, а вот эти, вернее, 85%. Так вот эти 85 из чего состоят? Каких построчно доходов? И выпадающие доходы где? В самой таблице это и нет. Ни здесь, нигде. Ага. Людмила Олеговна, спасибо за вопрос. Так, кто готов ответить? Давайте я в общих чертах прокомментирую, да, а что касается, может быть, какой-то там математики, да, уже у меня тут коллеги финансисты, экономисты присутствуют, они меня поправят. Возможно. Почему-то в материалах нет этого, неполный пакет предоставлен. Спасибо за вопрос, я отвечу. Значит, смотрите, если говорить о распределении, да, безналичной системы оплаты, порядка 40-42% в зависимости от разных юридических лиц, да, и разных предприятий, которые осуществляют перевозку, да, это банковские карты, порядка 40%. Что касается проездных, на сегодняшний день это не более 7-8%. В доковидное время это составляло порядка 11%. Вот. Все остальное это у нас либо льготники, либо те, кто пользуется транспортным приложением. Ну, это надо все показать на расчет. Понимаете, вы просто берете проценты на 3 рубля, на 2 рубля и соотношение. Я еще раз акцентирую внимание, да, что у нас тариф по городским маршрутам не регулируем. Но тем не менее, коллеги предоставляют в адрес окружной администрации свои расчеты по экономически обоснованному тарифу для того, чтобы убедить, ну не то чтобы убедить, а подтвердить свои фактические расходы по организации транспортного обслуживания. Да. Возможно, конечно, в рамках заседания общественного совета не весь объем информации, который на самом деле представляет огромное количество материалов предоставлен, но опять же для того, чтобы работать нашему департаменту экономики, да, для того, чтобы нам сформировать нашу позицию, эти все материалы основывающие у нас есть. Они поступают в наш адрес. Если членам общественного совета необходимо ознакомиться, мы можем, конечно, дополнительно в рамках, так сказать, уведомления направить. Для того, чтобы оценить объективно, нужно знать, да, расходную часть они вам индексируют, предоставляют, а доходную часть? Доходная часть формируется через оплату, мы же не субсидируем основные... Вот этого-то нету как раз. Нету чего, я прошу прощения. Доходная часть. Доходная часть, цифры вы имеете в виду? Нет, почему акцент повышения тарифа на наличку? Это сделано для того, чтобы обелить полностью систему оплаты. Вообще наша задача полностью уйти от наличной системы оплаты. Чем больше будет разница между наличными и безналичными, тем, соответственно... Ну, может получиться такая картина, допустим, но забыл, одежду поменял, и в другом кармане осталась карточка. Понимаете, и тогда, получается, приходится платить за наличку. Это и на сегодняшний день еще существует проблема с валидаторами. Я уже сколько раз сталкивался в автобусе, заставляют платить. Карту не берет, а заставляют платить тогда наличную. Имеет место быть. Я здесь тоже поясню. Безналичная система оплаты, да, под термином безналичная оплата, у нас кроется очень много способов, да, начиная от карты спутник, банковской карты любого банка, карты жителей Якутии, далее проездного билета и, кроме того, транспортного приложения. Если ни один из этих способов оплаты у
пассажира с собой по какому-то счастливому стечению обстоятельств не оказалось, но при всем уважении, наверное, это вина пассажира. Ну как, если бабушка 70-летняя, 80-летняя забыла карточку, и она не в состоянии это сделать. Но это не вина не бабушки, которая приложила свою карточку. У нее есть средства на карточке. Ну, значит, карточку нужно Ну представить. как это так? Это неправильно. Ну и потом, я же говорю, вот здесь дискриминация полная. Значит, за наличку 5 рублей 10%, а те, которые по 20 рублей ездили, у них сохраняется. Я же еще раз говорю Ну, о том, я- что здесь... Людмила, я понимаю, я вот, например, вот эти проездные билеты, да, которые там 60 поездок за 30 дней было, да, я, например, когда у меня ребенок часто ездил по городу, я покупала. Ну, это как бы, это же предоплата. И, во-первых, да, а во-вторых, ты же не всегда используешь вот эти транспортные карты, ну, например, да, не успеваешь. Ну, и как бы они пропадают у тебя. Ну, и, Ну, соответственно... в этих случаях мы рекомендуем пользоваться проездным спутником, по которому не сгорают Ну, вот, например, деньги. Пожалуйста, можно его как бы закрепить в транспортном приложении автоматической системы оплаты проезда ОСО и пользоваться им сколько угодно. Ну, вот, ну, например, ну, вот эти проездные, я, например, сама использовала, они довольно удобные. Можно, да, Антон Антонович? Да, пожалуйста. Ряд вопросов. Ну, вообще, хочется сказать, что, конечно, стоимость проезда в общественном транспорте – это такой очень жизненно важный индикатор, показатель эффективности работы органов исполнительной власти как на региональном уровне, так и на муниципальном уровне. Да, и вот у меня вот ряд вопросов, конечно, город и пригород. Да. Пригород у нас, я так понял, это ЕПАК, да, а город это вот частники, кто не регулируемый. Да. И темпы роста тарифов, они у нас вот отличаются. Да. Суть вот этого отличия, она в чем? В том, то, что ЕПАК более эффективно работает и имеет меньший состав там, накладных затрат или чего-то еще, да. Или в доходной части того, что они меньше просят доходности по рентабельности. Ну, вот в чем отличие 7 и 10%? Отличие принципиальное в том, что пригород у нас тариф регулируемый, да, на основании расчетов ПО там мы субсидируем из муниципального бюджета расходы по банку. Это первое. Плюс второе, мы понимаем, что в пригородах у населения абсолютно нет альтернативы, поэтому мы стараемся его сдерживать. То есть тогда помимо 7,1% ЕПАК еще получает как бы, финансирование за счет средств бюджета, да? И поэтому они как бы выравнивают свою экономику. Да. Ага. Вот в поддержку того, то, что Людмила Олеговна сказала, да, ну вообще на самом деле странно, да, то, что наличный расчет дороже, хотя казалось бы безналичный расчет, там дополнительные затраты на эквайринг, банковское обслуживание, так и далее, но мы тут мотивацию преследуем полностью сделать прозрачной доходную часть, для того, чтобы видно было исключительно 100% безналичных расчетов. Да? Ну, наверное, справедливости ради-то хочу сказать, что и то важно. Здесь найти, конечно, баланс нужно, но Я вот здесь дополню, частный да, случай. все-таки мы ставим перед перевозчиками задачу обновления подвижного состава, да, и не первый год мы сталкиваемся с тем, что когда мы заходим в механизм лизинга, да, нам довольно сложно структурировать эту сделку, когда банк не видит всей той экономики, которая есть у перевозчика. Да? То есть он же не может заявить те расходы, которые не проходят через ну, как бы по белому, да? Назовем это так. И это тоже одна из проблем. На сегодняшний день, скажем, у нас были по 3 перевозчикам сложности с структурированием сделки при покупке автобусов даже по субсидии, которую нам предоставляло Министерство транспорта. Поэтому это очень важная задача. А вот про новые автобусы вы сказали, ну, это вот про те, что автобусы, да? Это разный проект. Это разные Это проекты, разный. да? Первый проект, который мы реализовывали совместно с городом Иркутском, это было 100 автобусов в столице республики в 2022 году. Здесь у нас была и федеральная государственная поддержка, да, и региональная государственная поддержка на каждый автобус. А остальную часть, которая остается по выплате предприятиями, это уже там, как говорится, механизм лизинговых платежей. Да? Ну, проект реализован, автобусы ездят, все видят.
автобусы работают, они действительно, как уже Антон Анатольевич сказал, они достаточно комфортные, соответствуют как раз-таки городскому транспорту, таким, как он должен быть, да, они спокойные, значит, с кондиционированием, значит, утепленные на зиму и так далее. В прошлом году мы также стали участниками еще 2 проектов. Первый проект – это, значит, через специальные казначейские кредиты для уже муниципальных районов, кроме города Якутска, были приобретены автобусы в количестве 53 штуки, да? 53 штуки. И вот мы сейчас их раздаем муниципалитетам, они пользуются на безвозмездной основе. Мы же в перспективе будем выплачивать, значит, с государственного бюджета оплату казначейских, специальных казначейских кредитов. Можно уточнить, да, для членов общественного совета, еще раз, по городу Якутску таких тогда автобусов нету, их не передавали частникам, вот этим, которые по 18. Да, те, которые вот через У них нет наши СКК идут, для них нет, для них не было. Мы брали деньги, да, на межмуниципальные, да, Межмуниципальные. на межмуниципальные. На Это другая ситуация. Это ЕПАК, да, как раз? А у нас, значит, на межмуниципальные маршруты, которые идут от Якутска до, значит, муниципальных районов. Да? Это до Чурапчи у нас есть маршруты. И Да. таких много, что Их 9, да, в этом году. В этом году получили В этом 9 году автобусов, а 9. маршрутов всего получается 4 маршрута. 4 маршрута, по которым ездит тоже МУП ЕПАК. Значит, ну, то есть они немножко чуть-чуть другая другая, значит, это другая история, нет, это просто- другие виды даже автобусов, они уже предназначены для значит, межмуниципальных, так сказать, На дальние маршрутов, да, расстояния, на дальние все расстояния, сидячие места. Все сидячие места, правильно. И, значит, здесь у нас на сегодня 4 маршрута. Ну, межмуниципальные, значит, маршруты, они наши. Региональные, значит, это наши полномочия республиканские. Здесь мы запустили 4 маршрута. До Чурапчи в прошлом году был, да, запущен маршрут. Для примера, да, вот, ну, почему мы это делаем? До того, как у нас был запущен маршрут до Чурапчи, как раз асфальт у нас там, да, сегодня, и были таксисты, да, частные такси, значит, частные перевозчики. Сколько стоил проезд? До 2000 рублей на пассажира. На сегодня это, значит, на сегодня, как у нас ходят наши автобусы, тариф, если до Якутска в зимний период, это порядка 512 рублей. И если в летний период до паромной переправы, порядка 460, 470, да, рублей. Ну вот смотрите разница, да. Дальше мы работаем, то есть мы не останавливаемся на этих маршрутах. Мы в перспективе изучаем маршруты, значит, следующие, да, которые могут быть у нас. Будем смотреть дальше Алдан, да, в перспективе, Нерюнгри, Вилюйск, там, где у нас позволяет автомобильная дорога, там, где соответствует, значит, дорожное покрытие, критерии, там, наличие остановок и так далее, да. Вот, то есть... Пока только один, да? Нет, 4. А какие можно? С Якутска до Максоголоха и Покровска. Максоголов, Покровск, Чурапча. Чурапча, Намский район, Намский, и В сторону Горного, в Александровский. сторону Да. Покровского тракта, в сторону Намского тракта и до Чурапчи. Вот те автобусы, которые пришли, они у нас должны будут работать на увеличение, да, количества маршрутов в день, а также будут работать на расширение маршрутов. Будем работать над этим, да? В перспективе. Построить уже дорогу смотрим до дальше. Кюля, может быть. и Да. Конечно, дороги строятся. Значит, Так, качество можно улучшается. еще вопрос? Спасибо, Ольга Николаевна. Да. Вот по тарифам на пригородные пассажирские перевозки на 2024 год увеличение средней стоимости проезда составит плюс 4 рубля или 7,1%. При ИПЦ 64 по итогам 2023 года. Рост тарифов по наличному расчету составляет 15,4% или плюс 12 рублей. По безналичному составит 28,3 или 15 рублей. Как же может тогда выйти от 28,15, а в целом на 7%? Тут что-то с арифметикой не то, ребята. Давайте посмотрим. Тоже надо понимать, что средний тариф и средневзвешенный тариф – это разные вещи. Все зависит от Мне это пояснять не надо. Но как может средний быть
7%, а когда безналичный 28% и 15% за наличку. В целом-то 7-то нигде нету. Я И- прошу прощения, безналичных 28. Не, Людмила Олеговна, вы смотрите, наверное, то Материалы, предложение, которые которое в предоставленных материалах было предложение перевозчиков, да, а это предложение города. Я правильно вас Да. понял? Нет, Верните тогда вот предложение Ну, предприятия. у меня документ-то Можно вот он. добавить? Да, да. По карте жителей Якутии можно уточнить, вы в материалах давали большой ростом, да? Сейчас вы поменяли, стоит тут сохранение тарифа по карте жителей Якутии. Я вам поясню еще раз. Мгм. В карте жителей Якутии есть несколько платежных инструментов. Ну, вернее, это универсальный платежный инструмент, в который зашиты разные способы оплаты. Отдельно, еще раз говорю, это льготники, у них своя тарифная сетка. Сама по себе карта жителей Якутии является обыкновенной банковской картой, и оплата по ней приравнивается к оплате банковской картой. Это вот, по предложению, допустим, 40 рублей. Если вы активируете в рамках карты жителей Якутии транспортное приложение, то вы оплачиваете так же, как картой спутник, 33 рубля. Тогда не 26 будет, а 33, либо 40. 26 это для многодетных. А, Там 28, по-моему, был проезд, да? Зависит от того, какой зашит там проект. Когда человек приходит, берет, выбирает тариф. В этой карте зашит. Она же ЖЯ это просто не, инструмент. на сегодняшний день. На сегодняшний день То же оплата самое по или- карте жителей Якутии была 26 рублей. Ну, без активации приложений и прочего. Активация приложения, Ну, конечно. все то же самое. Да. А если не активированное приложение, сколько тариф был? Как банковская Как банковская карта. Как банковская карта. Ну, то есть здесь условия не меняются. Принципиально условия не Но по этой карте можно несколько приложений Да. иметь. Вы можете платить как банковской Как картой. ветеран можешь платить. Совершенно как категория льготников там тоже предусмотрена. Это универсальный платежный инструмент. Но тем не менее, Людмила Олеговна, да, вот мы будем это просить предоставить членам общественного совета Да, федерацию это расчет калькуляция. тарифа на перевозку пассажиров городским транспортом по маршрутам регулярных перевозок по статьям затрат, исходя из нормативных И расходов, выручку, доходы. и расчет выручки по проезду, да, городским пассажирским перевозкам на 2024 год с расшифровкой удельного веса количества пассажиров по видам оплаты проезда. Ну, у нас члены общественного совета это не только общественные деятели, это экономисты с большим опытом работы, поэтому посмотрите. Так, у кого еще вопросы, пожалуйста? У меня есть вопрос. Вот в прошлом году была информация о том, что будет изменена сетка автобусных маршрутов, будет какой-то Схема. перевод, схема, будет какой-то перевод, и практически Подвозные я маршруты. понял, что вся система транспорта будет переведена в какую-то бюджетную систему. Так получается. Да, я поясню. Значит, та система перевозок, которая у нас на сегодняшний день сформировалась, да, она сформировалась исторически, и по нашему мнению на сегодняшний день требует определенной степени изменений. Да. Мы провели довольно серьезную исследовательскую работу, посчитали пассажиропоток, посчитали транспортные корреспонденции, откуда и куда люди ездят, в каком направлении, где они выходят, где пересаживаются и так далее. Вся эта аналитика, она у нас имеется. Да. Надо сказать, что город вырос значительно, да, появляются новые районы, новые точки приложения труда. И вот этот механизм просто продления маршрутов, он на самом деле неэффективен. Да. На сегодняшний день мы и так уже имеем протяженность некоторых маршрутов там, больше 30-35 километров, что на самом деле не есть эффективно. Поэтому мы посчитали и в соответствии с тем же самым 220-м федеральным законом для себя сформировали понимание, что нам надо стремиться к тому, чтобы перевести систему пассажирских перевозок на порядок работы по брутто-контракту. Это когда все затраты закладываются в тариф и, соответственно, на конкурсной основе разыгрывается маршрутная сеть. При этом механизм следующий. Перевозчик получает оплату за проделанные, за выполненные перевозки, да, грубо говоря, там, по километражу, за вычетом, может быть, каких-то штрафных санкций и так далее, да, а полномочия по сбору средств за оплату проезда, да, оно накладывается на заказчика, грубо говоря, муниципалитет либо уполномоченное учреждение.
Мы посчитали, сколько будет стоить, исходя из аналитики, как пассажиры передвигаются по городу, в целом осуществление пассажирских перевозок, да, с учетом обновления подвижного состава, и спрогнозировали, какой можно применить тариф, да, с учетом того, что там, скажем, есть некоторые такие фундаментальные вещи, такие как бесплатная пересадка в течение там, 1 часа, допустим, да, это уменьшение нулевых пробегов по пригородным маршрутам за счет формирования 2 транспортно-пересадочных узлов в северной и южной частях города. За счет этого можно приравнять так называемые пригородные городские перевозки к единому тарифу. Да? Вот. Посчитали, сколько это будет стоить и сколько можно собрать, да? И получили определенную как бы, дельту. Да? То есть, не привязываясь к цифрам, да? Условно говоря, все перевозки стоят 100 рублей, да? А собрать за счет тарифа можно там, 50 рублей. Да? Вот эта разница, которая она возникает, она должна лечь нагрузкой на, соответственно, бюджет, либо муниципальный, либо да, за счет, если будет поддержка частичная или полная, не знаю, бюджет республиканский. Да? Ну, на сегодняшний день мы в полной мере как бы, не обеспечены средствами бюджета для того, чтобы сразу перейти на такую систему, но планируем с этого года начать либо поэтапно, либо начать с системы нетто-контракта, да, когда часть затрат субсидируется, да, и сбор за перевозку также остается у перевозчика. В этом году мы, безусловно, такое решение примем. Да, надо понимать, что невозможно переходить на новую систему перевозок и новую маршрутную сеть в наше зимнее время, поэтому однозначно мы должны завершить, или хотя бы сформировать понимание до сентября месяца. На сегодняшний день у нас действующие муниципальные контракты должны были завершиться октябрем прошлого года, да, но мы в зиму как бы, в реформу не заходили, поэтому их продлили на полгода. И летний, весенний-летний, осенний период этого года планируем долго заняться маршрутной сетью. И какая дельта? На сегодняшний день, если посчитать все затраты, связанные с обновлением подвижного состава, дополнительным оборудованием остановочных павильонов, средств регулирования движений и так далее, порядка 2 миллиардов в год. Но это все зависит от того, какую взять тарифную политику. Понятно, что чем дороже будет проезд, тем меньше будет эта дельта. Но надо понимать, что отсюда мы полностью тогда уберем субсидирование, допустим, которое сейчас осуществляется по школьникам, по социальщикам, по пригородным маршрутам и так далее. То есть это все будут высвобожденные средства, которые можно будет направить на погашение этой дельты. Ну, так скажем, недостающие тогда будут. Недостающая часть все равно порядка миллиарда будет. Миллиард, Сейчас на субсидирование уходит и миллиард, получается. Нет, на субсидирование уходит гораздо меньше, но я еще раз говорю, сюда надо убрать еще затраты на обновление подвижного состава. Если это все полностью сюда посчитать, там, конечно, да, такая цифра и будет. Тогда надо переходить, у нас третий вопрос еще, да? Так, ну тогда так. Мы тогда отработаем формулировки. Ну, мы заслушали вашу информацию. Ага. Предоставление информации. Да, просим вас предоставить расчеты, как по расходам, так и по доходам. И, соответственно, этому мы рассмотрим вопрос о согласовании, да? Наших рекомендаций в окружную администрацию по поводу согласования роста тарифов. И вы с 1 апреля, да, собираетесь? Ну, мы планировали, конечно, с 1 апреля, потому что у нас есть определенные регламентные процедуры, такие как подготовка распоряжений, соответственно, уведомление банка, да, для того, чтобы смоделировать всю эту историю. Пока, да, планируем с 1 апреля. Я думаю, что мы успеем. Но если рекомендации необходимо будет рассмотреть и в этой итерации также в какой-то мере их учитывать, да, то зависит будет от того, как быстро рекомендации к нам поступят. Ну, здесь, коллеги, хочется отметить, что на самом деле, вот последний рост когда у нас тарифа был? В 20... Нет, смотрите, мы ежегодно последние 2 года с 1 января тариф 1 января. Ну, вот в этом году немножко припозднились, но планировали вот со 2 квартала. И в этом году уже еще не повышали. Так, я бы еще хотела отметить, что у нас закон обратной силы не имеет, и поэтому там вы написали в своих документах, что с 1 января и
денежки компенсировать, Нет, выпадающие. конечно, это было с Тут это С 1 апреля, да. здесь никак не может быть. С момента вступления, с момента ввода. Потому что закон обратной силы Нет, здесь не я с имеет. вами абсолютно согласен. Может, там формулировка совсем. Хорошо, спасибо.